Здравствуйте! Вы смотрите «Актуальное интервью» в студии Валерия Наумова. Сегодня в рамках нашей передачи мы поговорим о важности сохранения национальной культуры, языка и традиций коренных народов Арктики с гостей студии. Это Вера Соловьева, доктор философии Джордж Мейсон университет, affiliated staff Американского музея естественной истории. Вера Алексеевна, здравствуйте! Здравствуйте! Вы сегодня проживаете в США, но сердцем и мыслями всегда на родине. Недавно вы защитили диссертацию «Изменение климата и традиционные знания коренных народов в Оймеконе, Республике Саха-Якутия». Расскажите, могут ли традиционные знания северных народов об окружающем мире, о взаимоотношениях с природой стать основой устойчивого развития Арктики? Да, конечно, это не вызывает никаких сомнений. И я бы хотела сказать, что в основе устойчивого развития должны быть не только гармоничные отношения человека с природой, но также гармоничные отношения между человеком и человеком. И мои исследования в Оймеконе показали, насколько это важный такой вот аспект. Да? Если вот более говорить развернуто на эту тему, один из моментов моего изучения диссертационной работы, это было действительно показать, что знания человека, живущего на Земле, очень важны, и они обязательно должны быть учитываться при выработке адаптационных стратегий к изменению климата. В частности, например, о важности сельхозпалов. К сожалению, в последнее время сельхозпалы на территории России запрещены, но в Оймеконе, например, это вот как бы в том регионе, я более чем уверена, что и на всей территории Якутии эти палы необходимо разрешить, поскольку у нас лето короткое, и остатки сухих растений, они не успевают разложиться полностью, накапливаться, и таким вот образом приносят вред не только как бы домашнему хозяйству, да, потому что невозможно собрать качественное сено для зимовки скота, но также и является такой вот основой, скажем так, для возникновения больших масштабных пожаров, да, которые вот мы наблюдали этим летом, к примеру. То есть именно вот традиционное знание, когда человек утверждает, что да, надо сельхозпалы проводить, и это проводилось издавна, вот к этому должны власти прислушаться и действительно разрешить сельхозпалы. Другой момент, который я говорила, что отношение человека к человеку, это этическое отношение, да, то есть как бы этические и моральные принципы традиционного знания, когда люди приходят друг другу на помощь в сложные моменты, либо там помогают ухаживать за стариками, у которых нет детей, да, либо это случается, когда село постигла большая вода, предположим, наводнение, да, либо же это вот когда добровольцы выходили защищать свои поселения от пожаров, вот, помогали тушить. Вот это вот нормы, которые, я считаю, очень важны и которые мы должны рассказывать всему миру об этом. А как можно снизить воздействие человеческого фактора на изменение климата? Значит, здесь, конечно, не секрет, что одним из самых основных моментов, которые влияют на воздействие, влияют на изменение климата, то есть как бы его подстегивают, это то, что человек бездумно начал обращаться с природой, да, то есть для того, чтобы помочь, это вот было бы хорошо, например, перейти там на солнечную энергетику, да, либо там на ядерную энергетику, чтобы вот выброс парниковых газов и эффекта, который приносит большой эффект и подстегивает изменение климата, был бы уменьшен. Вот. Либо же там, скажем, на эффективные энергоемкие печки. Вот в этом направлении должна работать. Насколько я знаю, вы начали серьезно изучать родной якутский язык уже в зрелом возрасте. Почему так получилось? Можете ли вы рассказать? И трудно ли вам без языковой среды, и что вам помогает? Да, действительно, я училась в русском классе, и вот я из тех людей, которые, значит, свой якутский язык сохраняют только с помощью домашней среды языковой, да, но, к сожалению, он был, скажем так, бытовой язык, он сильно отличается от литературного. Поэтому
для меня было ну, и сейчас гораздо легче общаться на русском языке. Однако, когда я переехала за рубеж, я поняла, что вот ты приезжаешь в другую страну, ты никто и ты ничто, да? Кто ты из себя представляешь, кто ты есть. Вот тут начинаются как бы такие копания в себе, и начинаешь понимать, насколько это важно иметь свои корни. И, конечно, мои корни вот здесь, вот в Якутии, поэтому я научилась и читать, и писать на якутском там. И сейчас моя очередная задача, чтобы я говорила на чистейшем якутском языке, без примеси русского. Вот в течение 3 лет, я надеюсь, это достигну. А как же, что вам помогает Ну, изучать? что помогает? Ну, со своими друзьями, которые, значит, я разговариваю на якутском языке, со своими родными разговариваю на якутском языке. Также мне очень помогает чтение. Вот я читаю, ну не так очень Может много. быть, фильмы, кинематограф? Фильмы, да. Вот в недавнее время фильмы стали появляться на якутском языке. Это вот «Надо мной солнце не садится», просто прекрасный фильм. Это было очень хорошо слушать его. Вы много сил отдали изучению артефактов о Якутии, вывезенных в разное время в Америку. Расскажите немного о своей работе, и можете меня поправить, ведь вот affiliated staff Американского музея – это ваша должность? Да, это вот как бы внештатный сотрудник этого музея. Получила я эту должность, можно сказать, либо это звание, после нескольких лет волонтерской работы общественной, да, когда когда приезжали традиционные мастера, и я им помогала работать в фондах этого музея. К тому времени у меня была уже за плечами стажировка, тоже в этом же музее, где я была культурным экспертом, и в Баркуди-центре. Это вот с помощью гранта выиграно в то время. Значит, эти артефакты были в большинстве своем составлены из коллекции Йохансона, который приезжал в составе Северо-Тихоокеанской экспедиции еще в дореволюционное время, и вывез где-то более 800 артефактов, которые сейчас хранятся в Американском музее, и они являются частью вот коллекции, которой вот они очень горды. И хочу сказать, что в музее целых 3 стенда посвящены вот нашей якутской культуре. А могут какие-нибудь музеи у нас в России, например, похвастаться тоже подобными артефактами в своих коллекциях? Да, конечно. Это в первую очередь краеведческий музей вот у нас в Якутске, потом, значит, в Питере, я знаю, этнографический музей очень хороший. Он содержит одежду и другие вот даже части Могол-Урага в своих фондах. Думаю, что, скорее всего, Кунсткамера там, наверное, тоже как бы есть, да, вот. А за рубежом, это в Германии, в Лейпциге, и вот у нас вот в Американском музее очень обширная коллекция. А какие экспонаты самые ценные в таких вот коллекциях, и возможно ли организовать, например, выставку на родине? Ну, я скажу, что там все экспонаты имеют одинаковую историческую ценность, да, поэтому сказать там, что более ценное, что менее ценное, это как бы невозможно. Ко всем экспонатам очень трепетное отношение. В этих фондах выдержано, значит, и температурный режим, и влажность тоже как бы определенная. Все они лежат в таких вот красиво упакованных коробках, скажем так, да, чтобы там ничего не было, не помялось и не было как бы дополнительных повреждений. А то, чтобы была бы возможность сделать экспозицию здесь, я думаю, что это как бы очень сложно, потому что они требуют, вот если вот, да, они могут, наверное, одолжить какую-то вещь, скажем, да, в другую, но там обязательно должны быть сохранены те же самые условия, что и в этом музее. А в этом музее действительно условия хранения просто прекрасные. Вот. И поэтому, если, скажем, у нас в Якутске при перелете, да, при самой выставке будут те же самые условия соблюдены, то, может быть, это еще возможно. Но там плюс еще, конечно, ей будет речь идти еще и о сохранности, вот как бы security. То есть это очень дорогостоящий проект.
А может быть, расскажете про ваши какие-нибудь фавориты из экспонатов подробнее? Ну, фавориты, значит, самые любимые мои вещи, это вот, наверное, все-таки украшения, якутские украшения. Когда я их увидела, я была поражена, насколько точно вот сейчас они как бы переданы узоры. И вот, например, студия «Уран», там студия вот наши вот ювелирные студии, вот насколько они бережно относятся к этим к украшениям и к узорам, к символам, которые вот несут вот эти вот илинки-бегер, калинки-бегер. Мне также еще очень нравится одежда, вот шубы, вот они действительно очень красивые. И вот там такой момент, я помню, был такой спор, что женщины должны одевать традиционная одежда должна быть такая серая, таких вот, ну, как бы скажем, природных цветов, да, там приглушенный коричневый цвет, приглушенный там какой-то серый цвет. Но тут вот, когда я помню, мы смотрели шубу, и с одной стороны, вроде бы она казалась такой же гаммы цветовой, но вот когда вот швы там посмотрели, то оказалось, что она была яркая, на самом деле ткань была ярко-розовая в свое время, да, только выцвела со временем. И другое там, значит, ярко-зеленое. То есть, в принципе, наши женщины и в старину любили одеваться ярко и красочно. Это вот, в принципе, как бы совпадает с наблюдениями приезжих, вот, которые описывали быт наших предков, которые писали, что да, якутские женщины любят одеваться пестро и красиво. Да. А вы еще координируете работу сайта Саха Диаспоры в Америке. Какие мероприятия проводите с земляками? Ну, значит, я хочу сказать, что этот сайт Саха Диаспора – это не только Америка, она охватывает всех земляков, живущих за рубежом. Да? И в нашей команде работают ведущие, значит, из разных стран. Это и Турция, это и Канада, Австралия, Тайвань, Америка. И вот сейчас вот я надеюсь, что как бы охват будет еще как бы шире. Ну, на сайте и также на Instagram sahadiaspora.official мы освещаем как бы про наши мероприятия, которые мы проводим, да, знакомим с земляками, которые живут за рубежом, а также мы очень большое внимание уделяем встрече с интересными людьми из нашей родины, из Якутии, потому что связь с родиной, она должна быть, на мой взгляд, вот, должна быть крепкой, чтобы вот мы чувствовали себя не потерянными кем-то, вот, Иванами, не знающие родства своего, да, а чтобы мы знали, откуда мы родом, и чтобы наши дети об этом знали, и чтобы помогли по возможности как-то помогать нашей родине и нашему народу. Спасибо вам большое, Вера Алексеевна. Благодарю вас. Действительно, очень важно помнить свои корни. Ну а я напомню, что вы смотрели актуальное интервью. Всего хорошего.